кафе мы решили не кушать, потому что нам ничего не подошло. Мы же вегетарианцы. А сейчас, видимо, нет поста, что ли. Мяско там, рыбка продается. И просто, допустим, пюре, просто капуста тушеная. Мне как-то не очень хочется. Хочется вегетарианского. Ой, у меня платочек спал. Держи. Вот. И мы пошли дальше тут осматриваться, естественно. Интересно же. Ну, мы оплатили всем 40 уст. И за здравие, и за упокой. У нас получилось, ну, такая как бы сумма, но все-таки это вот то, что мы приехали. Мы же не каждый день приезжаем в Троице-Сергиеву Лавру. И хочется, чтобы за всех помолились, чтобы наших родственников, всех там, за Регину, за мою сестру, за Вовиного брата, за его жену, за родителей, за всех. Мою бабушку, которая старенькая-престаренькая лежит, за нас, за мою Ксиму, ну за всех. За здравие 40 уст и за упокой моей бабушки Зине, там дедушкам, вот, а потом тете моей. А ну за здравие еще брату моему Кириллу я написала. Ну, в общем, много у нас там народу. И я считаю, что это прям очень хорошо. Пошли, Вов, посидим немножко. Давай. Вот на лавочке хочу посидеть. Чтобы вот просто вот впитать энергию этого места. И потом можно будет зайти куда-то в храм, уже без камеры, конечно. Потому что с камерой, наверное, нехорошо будет в храм, где служба идет. Там будут ругаться, наверное. У нас всегда ругают, если мы, не дай бог, заходим куда-то. Посижу. К нам подбежали разводилы и хотели нас развести на деньги. Мы такие, Так, а куда ты хотел меня отвезти вниз? Пойдем. И мы убежали оттуда. Не дай бог здесь на лавочку присесть. Сразу на тебя кто-нибудь присядет. Страшное дело, конечно. Подбежала женщина, говорит, купите у меня вот сумочку. Я говорю, мы уже напокупались здесь, мы уже и пожертвования отдали. Ну, денег дайте, я помяну ваших усопших. Я говорю, ну, извините, но сейчас я поищу, если мне что-то мелкое есть. Подбегает мужчина. Как, давай нас разводить на деньги. Давай, говорит, подавай нам, давай денег. И мы как чесали оттуда. Кошмар какой. Вот вроде мы в святом месте ведь находимся. А у людей святого мало чего есть, у этих, которые пытаются разводить людей на денежки. Ужас. Ах, такие наглые, наглющие, прям как цыгане. Цыгане и то не такие. Ну ладно. Я очень испугалась, если честно, так, знаешь. Церковь. 1731 год. Сооружена в Угу. 1734. Здорово. Четверку. Угу. Сегодня такой солнечный денек, так хорошо. Тепло прям. Я не верю, что через 2 дня будет 12 градусов на улице. Московская область, меняется погода как так резко. Моего мужа будут наверняка крутить ножки. Да, Вова, перед этим. Ну, пока нормально. Нет, я говорю, потом, вот когда погодка будет переходить туда-сюда, у тебя прям сигнализатор погоды, ножки начинают тик-тик-тик. И все, мы понимаем, что или дождик пойдет, или погодка поменяется. А здесь ремонт, видишь? Ремонт. Ну давай подойдем. Сейчас я сделаю фото. Красиво здесь, конечно. Ничего не скажешь. Ой. Есть? Есть куда идти? А, вон, вижу, люди оттуда идут. Ну, пошли, мы с тобой туда. Тут
какие-то старые совсем какие-то здания, да, побеленные или побеленные. Розы. Мужчины. Видел, какие розы у мужчин? Так, а мы туда пойдем. Ну, это что-то такое. Тут прям интересно. Смотри, прям круто, да. Видишь, деревянная дверь, такой замок. Да. Здорово. Ага. Круто прям вообще. И виноград. Изабелла. Так, продолжаем наш путь. Что тут? Смотри, там тоже какая-то дверка кованая. Я сделаю фото. Подожди. Я хочу. Мне интересно. Такие дверки фотографировать я люблю. Какая хорошенькая дверка. Сейчас поближе подойдем. Так. Вот. Здорово. Так и держи, у меня спина чешется. Как бы чесаться срочно. Там, смотри, тоже какой-то подвальчик. Не, мы же не можем все магазины скупить. Нужно быть умеренным в этом плане. Нельзя? Ну, пошли тогда дальше, туда, наверх. Обратно. Идем. В обратную сторону идем. Там тоже примечательная дверь. Я делаю всегда всякие интересные снимки. Ух ты! Пахнет чем-то таким, как навоз. Интересно. Сейчас. Архитектуру посмотреть. Да, мне вот это очень интересно. Очень. Это вообще круто. Ты видел, какое окошечко кованое прям? Круглое окошечко. Такие формы прям потрясающие архитектурные решения. Интересно. Смотри, вот тут таблички железненькие, чугунненькие, я бы сказала, да? И вот смотри, сняли тоже какой-то объект. Может, на реставрацию сняли? Двери, да, скорее всего, что на реставрацию. Кованая. Как я говорю, вот Металлом, оно кованая. прям вот реально интересно. Делаю фото. Это тоже что вот это? Ха, здорово вообще. Запрещен. Угу. Да. Вот еще дверь, смотри, очень примечательно. Это ж надо. Чего мы тут только не нашли, интересно. А тут, смотри, кружочек. Это для воды. Интересно, да? Даже вот посмотреть Да. украшения. А сама по себе стена, смотри, круглая. Узкие, длинные окна. Почему они такие узкие, длинные? Тоненькие-тоненькие, вот смотри. Это же вообще интересно. Вот, тут еще... Ой. Тут еще интересно. Сделаю тоже фото. Ну, пошли в какой-нибудь собор. Зайдем.
шкатулочка стоит? 1080. Вижу, вижу. О, подержи. Да, такие крутые вообще. Я возьму земляника. 130 рублей такая стоит. На память. Нельзя. Ну вот немножко погуляли, вышли. Сейчас пойдем в кофейню. Попьем кофейку. Максиму что-то возьмем поесть. Сходим в номер, поработаем. Я еще хочу почитать, посмотреть. Может быть, чудотворные иконы, святые мощи какие были. Или есть здесь. Чтобы потом, когда идти, уже быть вооруженный своей информацией, да, вот этой. Я сегодня заходила на сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Смотрела. Вот, ну так, обзорную мы провели себе экскурсию сами самостоятельно. Везде походили. И сейчас пока пройдем в кофейню. Немножко устали. В горку столько поднимались и ходили столько. Жарко сегодня, тепло так прям.